Здравствуйте! Сегодня первый выпуск из цикла передач «Атяшевские советы». С вами Светлана Большакова. И тема нашей сегодняшней передачи – спорт, красота и правильное питание. О пользе регулярных физических упражнений известно всем, но далеко не все знают, что эффективный результат возможен лишь в случае совмещения занятий спортом и правильного рационального питания. О том, как на этом фундаменте кирпичик по кирпичику выстроить свое эмоциональное и физическое состояние, достичь гармонии души и тела и вызвать всеобщее восхищение родных и друзей, мы выясним вместе с врачом-диетологом и фитнес-тренером. Если до начала пляжного сезона остался месяц или даже меньше, что можно сделать, чтобы подтянуть фигуру? К сожалению, это количество времени слишком маленькое для того, чтобы достичь видимых и высоких результатов. Но здесь нужно рассматривать, какие цели и задачи вы перед собой ставите. Если вы хотите поменять гардероб на 2 размера в меньшую сторону, то здесь понадобится несколько месяцев регулярных интенсивных занятий. А если хотите просто подниматься пешком на 5-й этаж, не задыхаясь, или получить общую физическую подготовку, то здесь достаточно 1,5-2 месяца. Положительные изменения начинаются вообще с первого занятия, а видимый результат он приходит немножко позже, нужно просто запастись терпением. Сколько раз в неделю нужно заниматься в этом случае и сколько по времени должна длиться тренировка? Рекомендуемое количество занятий 2-3 раза в неделю. Для начинающего спортсмена достаточно сделать 10-12 упражнений на основные группы мышц. В остальные дни лучше посвятить время кардионагрузкам, велотренажер, эллипсоид, поплавать в бассейне, сходить на аэробные групповые занятия. Не стоит забывать также про стретч и йогу для растяжки мышц. И даже если у вас совсем мало времени, никогда не забывайте про разминку. Она убережет вас от травм. Если человек впервые пришел в спортзал, с чего ему начать? Ну, во-первых, когда вы приходите впервые в тренажерный зал, то стоит обратиться к дежурному инструктору. Он у вас выяснит, есть ли у вас медицинские противопоказания, узнает цели ваших тренировок и подскажет, как работают тренажеры. Конечно, если вы не рассчитываете на собственные знания, то стоит хотя бы 10 занятий поработать с персональным тренером. Он всегда будет рядом, поставит вам технику. Как правило, в спортзал ходит молодежь. А можно ли заниматься людям других возрастных категорий? Конечно, приходят. Интенсивность зависит от возраста, и при определенной осторожности заниматься можно кому за 60. Как правило, люди идут в спортзал с разными целями. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет, наоборот, нарастить свои мышцы. Разница в тренировках есть? Да, программа тренировок разная. Те, кто хотят похудеть, они должны уделять чуть больше внимания кардиозоне в тренажерном зале, велосипед, эллипсоид, дорожка. Те, кто хотят укрепить свой мышечный корсет, должны уделять внимание силовым нагрузкам. Как правило, только-только познакомившись с фитнесом, люди сразу же хотят получить видимые результаты. И поэтому моментально попадают в так называемую группу риска, начиная в прямом и переносном смысле убивать свой организм непомерными физическими нагрузками. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Однако для того, чтобы получить желаемый эффект, необходимо запастись терпением и помнить, что помимо физических упражнений, все-таки основа основ – это здоровое питание. И здесь нам поможет только врач-диетолог. Каждый человек, начиная заниматься физическими всевозможными нагрузками, отказывает в основном рационе себе во всем. Но в основе питания любого человека это рациональность. Начиная ограничивать себе в еде, нужно обязательно соблюдать 4 принципа. Это значит режим питания, рациональность питания, дробность питания. Ну и основа, прежде всего, рациона любого здорового человека – это белки. Нормальное потребление белков в день должно быть это где-то 80-100 грамм для здорового человека. А мы знаем, что да, больше всего белка содержится это в мясе.
Это говядина, нежирная, да, свинина, индейка и курица. Человек должен потреблять в сутки где-то в пределах 40 грамм растительного белка. Это бобовые, орехи, чечевица, фасоль. Жира в рационе человека должно быть где-то в примерно 70 грамм. Также растительного должно быть не менее 30-35 грамм и углеводов где-то 300-350 грамм в день. Также в рационе человека должны присутствовать витамины. Основные витамины – это группа В, С, витамин А, сейчас модный витамин Е, который содержится в основном это в растительных жирах. Ну и в достаточном количестве должны быть овощи и фрукты. Как вы уже поняли, занятия спортом подразумевают некую дисциплину. Это изменение рациона питания и регулярные тренировки. Но ведь результат того стоит. До встречи!